яркие разноцветные брызги красок. Цветные пятна растворяются и появляется волшебный цветок. Карагандинский областной музей изобразительного искусства представляет проект с тифлокомментариями. Опять брызги красок, радужный цветок, воздушные шары и смеющиеся волшебные асики перебегают экран. Это переходная заставка от кадра к кадру. Теперь поверхность стола, на котором лежат краски, карандаши, кисточка и детский рисунок с изображением цветочка и человечка с шариком в руке. Вдруг влетает белый лист бумаги. Катится простой карандаш. Он непростой, а волшебный, встает и начинает быстро черкать по бумаге. Карандашные линии превращаются в черное пятно. И, о, чудо! Это уже не пятно, а нарисованный казахский мальчик с барашками и радио в руках. На голове его шапка малахай. Мальчик оживает, весело смеется и убегает. Лист переворачивается, карандаш опять быстро и весело черкает линии. И появляется девочка в платье с оборками и жилетке на белой в яблоках лошадке. В руках у нее тоже радио, на голове тюбетейка с перьями. Оживший мальчик с барашками и девочка на лошадке возвращаются и играют, скачут друг другу навстречу по бумажному листу. Все переливается волшебным сиянием. В итоге они занимают свое положенное место на листе, замирают и становятся нарисованными персонажами. Между ними возникает надпись названия проекта «Детские забавы». Автор Айгуль Амарова. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Выпуск номер 10. Картина называется «Детство. Лето». Художник Андреев Александр Семенович. На картине, выполненной в технике цветной цинкографии 1980 года, изображен мальчик, совсем малыш. Мальчонка стоит в траве почти с его ростом. Он написан так, будто только что поднялся из травы, которая его скрывала. Малыш спугнул сидящих в траве и на цветах насекомых, и они вспорхнули вверх, кружась над его головой. Да и сам он, кажется, испугался внезапному вылету стрекоз, потому что выглядит немного напуганным. Хоть и лето, но в высокой влажной траве прохладно. И поэтому на голове малыша надета шапка с помпоном, застегнутая под подбородком. Круглый вырез шапочки обрамляет детское личико с выразительными миндалевидными глазенками. Малыш не улыбается, его губы плотно сжаты. Все говорит о том, что он немного напуган. На малыше детский летний комбинезон на лямках и пестрая рубашка в мелкий цветной горошек с круглым воротником. Рубашка застегнута на все пуговицы. Ее пятнистый рисунок весело вторит летнему настроению картины, наполненной разнотравьем и мельтешащей мошкарой и букашками. Мальчик буквально утопает в траве, раздвигающейся вокруг него. Все богатство полевых цветов здесь. Тут и пуховые шарики одуванчиков, готовы вот-вот сорваться и полететь вместе с ветерком. Полевые скромные ромашки склонили свои белые головы, под которыми прячется усыпанный мелкими цветочками тысячелистник. Качается на длинных стеблях пастушья сумка. Колыхается зонтик упыря, и гордо и высоко не скрывается цепляющийся за все репейник. А над всем этим благоуханным травяным миром взмывают вверх жужжащие пчелы,
Идящие шмели, стрекочущие стрекозы, звенит мелкая мошкара и мелькают крыльями бархатистые бабочки. А малыш удивляется огромному миру вокруг него. Глаза его широко распахнуты, ручки воздеты вверх, маленькие кулачки прижаты к голове, будто голова малыша закружилась от стрекота насекомых, и сам он готов подняться вместе с ними вверх. Неподдельное детское удивление и наивность, чистота детского взгляда маленького первооткрывателя большого мира природы вызывает самое большое умиление от этой картины, и как сам автор Александр Семенович Андреев говорил, что самые яркие впечатления жизни – это детство, это воспоминания о нем. Они согревают сердце и помогают жить. Видео и текст подготовила и читала Айгуль Амарова. Были использованы фотографии эскизов казахских национальных игрушек художника Роберта Граббе. Снова брызги красок, воздушные шарики, смеющиеся асики пробегают, сменяя кадр. Конец. Детские забавы не прощаются с вами. До новых встреч!